Қайырлы күн, құрметті көрермен, әріптестер. Астана қаласының коммуникациялар қызметінің алаңында баспасөз конференциясын бастаймыз. Бүгінгі тақырып қала қызмет, қалалық қызметтер орталығының бірінші жарты жылдықтағы атқарылған жұмыстарының қорытындысы. Спикерлерімізбен таныс болыңыздар. Айкенов Дархан Қанатұлы, Астана Innovations басқарма төрағасының орынбасары. Марденов Руслан Бексултанұлы, қала қызмет операциялық қызметтер департаменті директорының міндетін атқарушы. Дорогие зрители, мы начинаем пресс-конференцию на тему о проделанной работе за первое полугодие Центра обслуживания Қала қызмет. Хочу напомнить зрителям, что вы можете оставить свои вопросы в соцсетях, а также задавать в прямом эфире. Құрметті Дархан Қанатұлы, сөз кезегі өзіңізде, мархабат. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті брифингке қатысушылар және Астана қаласының тұрғындары. Добрый день, уважаемые участники брифинга и жители столицы города Астаны. Сегодня в рамках брифинга хотел бы представить вашему вниманию итоги работы Центра городских услуг Қала қызмет за первое полугодие 2025 года. Вкратце предыстория. Центр был создан в 2019 году по инициативе Акимата как часть антикоррупционного проекта «Астана Адалдык алаңы». С 2022 года наш центр был официально передан в ведение управления цифровизации и государственных услуг города, а его операционное управление осуществляет Астана Innovation, то есть наша компания. Суть нашей модели заключается в предоставлении сервиса единого окна во взаимодействии между жителями города, бизнеса, субъектами естественных монополий, иными словами, с коммунальными службами. На сегодняшний день через Қала қызмет оказывается 120 видов услуг, то есть начиная от заключения договора с коммунальным службой, как ранее отметил, до предоставления технических условий и консультаций по часто задаваемым обращениям по квитанциям Астана ЕРЦ. Ранее для получения этих услуг, то есть жителю необходимо было прям по городу объехать около 5 объектов этих субъектов естественных монополий, просидеть, прождать в очереди, потом повторно промежуток через 2 дня проинформироваться, узнать о статусе, да, и возможно потом на 3-й, на 4-й визит получить этот договор. То есть сейчас это можно через портал Қала қызмет или во фронт-офисах наших 2 офисах. Это в Нуринском акимате, здесь на правом берегу Анасифулина 27 находится. То есть подать это все, сделать все это через одну заявочку. Вот. И по итогам первого полугодия 2025 года нашим центром оказано более 110 тысяч услуг. Из них 56 тысяч это через портал Қала қызмет и около 54 именно через фронт-офисы. А с момента запуска этого проекта общее количество оказанных услуг превысило отметку 960 тысяч. Думаю, что вот к 3-му кварталу мы достигнем показателя 1 миллиона. Мы прям такой KPI мы для себя ставим. Вот. В целом эти цифры говорят сами за себя. Центр Қала қызмет стал устойчивым и эффективным инструментом, который востребован жителям и позволяет решать задачи быстро, прозрачно и удобно, так вот скажу. Особенно подчеркну, что система исключает прямой контакт между заявителем и услугодателем, да, то есть с объектом или с лицом объекта естественных монополий. Прямой контакт он исключается. Такой подход он не только снижает коррупционные риски, но и повышает доверие горожан к городской инфраструктуре. Вот. И для определенного кейса хотелось бы передать слово нашему коллеге, который может подробно проговорить одну, скажем так, или ряд жизненных ситуаций, которые сталкивается наш житель в своей среде. Рахмет. Қайырлы күн. Құрметті брифингке қатысушылар, добрый день. Уважаемые участники брифинга, хотелось бы пояснить, как работает сервис с точки зрения обычного пользователя. Представим, вы приобрели квартиру и вам надо перезаключить договора с коммунальными службами. В первую очередь вы заходите на портал kalakozmet.kz, авторизуетесь с помощью ЭЦП и выбираете необходимые услуги. То есть это у нас часто такие услуги: вода, теплоотведение, тепловая энергия, то есть электроэнергия, газ, мусор. Система направляет, получается, соответствующей организации заявки. В течение 5 рабочих дней вы получаете СМС-уведомление, а электронный договор у вас
будут в личном кабинете доступны. Для оффлайн встреч, получается, у нас развернуты фронт-офисы по адресу Сейфуллин 27 и Кабанова Батыра 33. Благодарю за внимание. Благодарим за содержательный доклад. Құрметті көрермен, біз сұрақ-жауап кезеңіне өтеміз. Дорогие зрители, мы переходим к сессии вопросы-ответы. И наш первый вопрос звучит так. Какие из услуг Қала Қызмет наиболее востребованы у горожан? Окей, спасибо. Наибольший спрос сохраняется на базовые коммунальные услуги. Это заключение, перезаключение договора при получении квартиры или при оформлении. Вот. По договорам это, как отметили мы, по водоснабжению, теплоснабжению, электроснабжению, вывоза твердобытовых отходов и газоснабжению. Также активно запрашиваются технические условия на подключение, и консультации по этим квитанциям ЕРЦ. Это показывает, что Қала Қызмет, он закрывает реальную потребность жителей, особенно в момент смены собственника жилья или оформления нового объекта. Благодарим за ответ. Следующий вопрос. Какова средняя скорость обработки заявок через портал Қала Қызмет? Средняя скорость обработки заявки, она составляет, в зависимости от кейса, от 5 до 10 рабочих дней. То есть эти сроки, они установлены законодательными нормативно-правовыми актами. Вот. Алгоритм выстроен таким образом, чтобы максимально сократить время ожидания без необходимости лишних повторных визитов, и запросов. То есть все прозрачно, в личном кабинете пользователи могут увидеть каждый этап статуса заявки, на каком он находится этапе. И по итогам уже получить готовый договор, они уже могут увидеть уже. Благодарим за ответ. Следующий вопрос. Насколько активно горожане используют именно онлайн-формат по сравнению с посещением фронт-офисов? По динамике, по историческим данным, в период с 23 по сегодняшний день, то есть первое полугодие 2025 года, динамика показывает, что больше половины услуг именно люди пользуются именно в цифровом формате. То есть это говорит о том, что люди, они экономят свое время, и более комфортно расположен именно на наша модель сервиса. Вот. И тем не менее, мы не отказываемся от точного формата. То есть фронт-офисы, они остаются востребованными, особенно у тех категорий граждан, которые предпочитают именно личное общение и в консультации дополнительные именно наших сотрудников. И наш последний вопрос. Как обеспечивается качество и контроль за оказываемыми услугами в рамках Қала Қызмет? Контроль качества, он имплементирован в саму архитектуру. Все обращения фиксируются в информационной системе нашей. Каждый этап обработки, он прозрачен, отслеживается. Мы регулярно также проводим на еженедельной основе, берем срез, внутренний мониторинг, то есть по срокам исполнения, то есть каждая заявка, то есть определенная СЛА есть по определенному виду заявки, как я говорил, где 5, где 7, где 10 дней, мы на эти вещи обращаем внимание, проговариваем это субъектами естественных монополий, и дополнительно мы для себя мониторим, просматриваем именно обратный, отзыв от жителей, насколько, скажем так, он качественно закрыл, насколько качественно мы оказали эту услугу, сервис вообще, насколько он понравился, грубо говоря. Так, наверное, выражусь. Благодарим за ответы. Құрметті Дархан Қанатұлы, Руслан Бексұлтанұлы, уақыт бөліп Астана қаласының коммуникациялар қызметінің алаңына келгеніңіз үшін алғыс білдіреміз және қызметіңізге сәттілік тілейміз. Рахмет. Құрметті көрермен, бүгінгі брифинг өз мәресіне жетті. Назарларыңызға рахмет, амандықта жүздескенше.